Уважаемые подписчики, всем ассаляму алейкум. Сегодня мы с вами будем говорить об еще одной уловке, которая используется для того, чтобы ухудшить отношение чеченцев к исламу. Некоторые из ненавистников ислама утверждают, что чеченский народ множество веков исповедовал такую красивую форму ислама, благородную форму ислама, при этом соблюдал различные коллективные обряды поминания Всевышнего или иные элементы, связанные с их принадлежностью к различным школам духовного воспитания. И делалось это, по словам критиков ислама, потому что чеченцы не имели представления о настоящем исламе. А затем якобы наш народ получил доступ в недавнее время к истинным знаниям об исламе, который в итоге пришел и обвинил чеченцев, которые исповедовали прежде то, что было упомянуто ранее, в многобожии, в новшестве и заблуждении. Таким образом, естественно, слушателю, у которого нет достаточных знаний, нет представления вообще об историческом контексте, сразу проведет линию и черту между тем красивым исламом, который исповедовался чеченцами прежде, якобы на основе собственных фантазий и иллюзий об исламе, и якобы настоящим исламом, который не просто не одобряет такие вещи, которые исповедовали здесь, но еще и считает их многобожием, заблуждением и отклонением от правильного пути. И, конечно, у необразованного слушателя, которого со всех сторон давят какими-то эмоциональными, но не имеющими за собой никакого исторического обоснования суждениями, возникнут другие вопросы, отталкиваясь от которых, предполагают ненавистники ислама, он отдалится от этой религии или откажется от нее. Но если говорить о том, как на самом деле обстоят дела, то мы с вами встаем перед историческим фактом. Исторический факт этот заключается в том, что все три ключевые части религии, то есть вероубеждение, исламское право, вопросы дозволенного и запретного, а также духовное воспитание, которые исповедовались и соблюдались здесь, это то, что имеет цепочки передатчиков, то, что получено преемственностью и восходит до своих первоисточников, сначала до своих научных первоисточников, а от этих научных первоисточников до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников по известным, упомянутым, изложенным, проанализированным цепочкам передатчиков. И так во всех этих трех направлениях. Затем мы предстаем перед еще одним фактом. А этот факт уже заключается в том, что когда по всему исламскому миру в целом и в своем большинстве исповедовалось единое отношение к этим трем религиозным составляющим, затем появилось движение в недавнее относительно время, если смотреть в таком большом историческом разрезе, которое утверждает о том, что оно очищает ислам от примесей, но на самом деле просто-напросто отрывает людей от своих корней, в первую очередь научных. И затем, конечно же, это уже проявляется в столкновении с вопросами культуры и многого другого. Вот подобное движение сделало то же самое, что сделало здесь, на нашей земле, на других участках и территориях исламского мира. И случилось это еще до того, как это случилось здесь. И это опять же подкрепляется трудами ученых тех земель, которые активно писали книги, опровергающие подобные идеи. Идеи мнимого очищения, очищения религиозных знаний, которое строится на отрыве от корней научных, которые восходят затем до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. И на этой основе, на основе отрыва от корней, такие люди оказались способны обвинить мусульман в многобожии, в новшестве, в заблуждении. То есть здесь мы видим обратную картину. Не истинный ислам судит о действиях, которые практиковались нашими предками, как и многобожие и заблуждение, а отрыв от научного наследия, отрыв от настоящего ислама. Так что же формировало чеченское представление об исламе, которое исповедовалось здесь? В первую очередь в вопросах вероубеждения наши предки придерживались научной школы имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари, да смилуется над ним Всевышний Аллах, который в свое время систематизировал и изложил те принципы, которых придерживались приверженцы сунны, приверженцы пророческого пути, сочетая логические доводы, доводы разума с шариатскими текстами и аргументами священного откровения.
И опять же, на протяжении множества веков этот научный подход был и остается авторитетным на территориях самых разных земель, стран, городов исламского мира и продолжает преподаваться учеными, выдающимися специалистами во всем исламском мире по сегодняшний день, а идет это с очень давних пор. И как и в любой из научных дисциплин, научных направлений в исламе, у этого направления также есть свои цепочки передатчиков, по которым эта наука, ее труды разошлись по всему исламскому миру. И в этом отношении, конечно, мы, как народ, не являемся исключением. Это также получалось через изучение, через преемственность, через постижение это из уст ученых. Поэтому ни о каком таком локальном самоформировании науки вероубеждения на нашей земле говорить вообще невозможно. Что касается вопросов исламского права, то чеченский народ придерживался и продолжает придерживаться шафиитского мазхаба, то есть шафиитской правовой школы, научным основателем которой является имам аш-Шафи'и. Да смилуется над ним Всевышний Аллах. И почему я говорю, что он является научным основателем, почему я это подчеркиваю? Потому что в конечном счете то, что он научно изложил и сформулировал как правовую школу, восходит к табиинам, от них восходит к сподвижникам, от них к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И в совокупности с другими правовыми школами компетентных ученых, которые обладали степенью, позволявшей им самостоятельно изучать шариатские доводы, анализировать тексты двух откровений в правовом смысле и выводить какие-то заключения, в совокупности с этими другими школами это отражает как раз-таки настоящий ислам, отражает истинное представление об исламе, а не то, что было оторвано от этих корней и преподнесено людям как настоящий ислам. И именно ввиду, опять же, отсечения этой группы от корней научных, от корней понимания, от корней преемственности, появились те обвинения, которых прежде не было. Появились те страшные суждения и в таком количестве, в которых люди прежде их не видели и не слышали, о которых они даже не могли подумать. И это, опять же, не проблема, с которой столкнулся один лишь чеченский народ. Это проблема, с которой столкнулись в первую очередь ученые из числа арабов. Сегодня интересующийся читатель может ознакомиться с литературой на арабском языке, которая была написана как ответ на появление этого опасного заблуждения, которая касается, в частности, исламского права, которая касается вот этих поспешных, поверхностных, страшных суждений, которая опровергает бесправное обвинение мусульман в заблуждении, в нововведении, многобожии и так далее. Поэтому говорить о том, что наши предки, ввиду чистоты своих душ и своей наивности, жили в иллюзорном представлении об исламе, а был, оказывается, вот там у арабов где-то свой настоящий ислам, который в корне не признает то, что делалось здесь, который считает то понимание религии, которое имелось здесь на протяжении веков многобожием и заблуждением и так далее, это не соответствует действительности. Вот это как раз-таки и есть иллюзорное представление о реальности. И если кто-то и живет в своих фантазиях, то люди, говорящие, что здесь было какое-то обособленное, самостоятельное, наивное представление о религии ислам. Что касается школ духовного воспитания, то здесь также все очевидно. Чеченский народ в плане школ духовного воспитания с давних времен по своим вирдам, по своим ответвлениям вот этого духовного воспитания придерживается двух школ – Аль-Кадирия и Ан-Накшабандия. И это две школы, которые распространены на протяжении множества веков на территории всего исламского мира. И связи наших устазов с устазами и праведниками из арабского мира или из других территорий мусульманского мира известны. И просто-напросто, вот, чтобы не уходить в какие-то многоуровневые аргументации этого вопроса, которые на самом деле не требуют столь глубокого погружения даже, просто тому, кто интересуется этим, достаточно почитать, что говорилось в книгах духовного воспитания на разных территориях исламского мира, в разные исторические промежутки, в разные периоды, и то, как на этих самых территориях, различных совершенно, мусульмане столкнулись с теми же проблемами при появлении псевдосалафизма, с которыми мы столкнулись здесь позже. Из всего сказанного,
А все сказанное доказывается простейшим образом, если элементарно не закрывать глаза на исторический контекст, на труды, которые писались, на связи, которые имелись между учеными из разных мусульманских земель, и многое другое, что игнорируется нашими ненавистниками и критиками, становится очевидно, становится понятно, что наши предки в лице праведников, которые здесь были, и в лице богословов, ученых, которые распространяли здесь исламские знания, были преемниками пророческого наследия, которое восходит до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, научными цепочками и цепочками преемственности духовных состояний, если мы говорим о вопросах духовного воспитания. И напротив, то, что враги ислама сегодня, пытаясь отбить чеченский народ от следования этой религии, преподносят как истинный ислам, который раскрыл якобы глаза на несовместимость ислама и чеченских традиций, вот это самое понимание, которое преподносится сегодня ложно как истинное для религии ислам, это то восприятие религии, которое было оторвано от научных корней, которое было оторвано от духовной преемственности, и только тогда эти люди смогли обвинить остальных мусульман в заблуждении, неверии, многобожии и всем остальном. Итог, к которому мы с вами приходим, это то, что истинный ислам соответствовал и будет соответствовать высоким ценностям различных народов и будет вмещать в себя, как и вмещал прежде, их прекрасные традиции, высокие нравы и их особенности. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в своем священном Коране говорит о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям: «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы не отправили тебя, кроме как в качестве милости для миров. И эта милость для миров, придя в наш мир, довела благой нрав, высокие качества до совершенства. Спорить с этим станет лишь тот, у кого нет знаний, или тот, кто знает, но закрывает глаза на факты. Я искренне надеюсь, что смог донести до вас суть вопроса в доступной форме, и прошу Всевышнего Аллаха уберечь нас всех от подобных заблуждений. Пусть Всевышний укрепит веру в наших сердцах и наполнит наши сердца стремлением к благу. Всем ассаляму алейкум.